Дорогие друзья, всех с наступающим Новым Годом! Хочу вам напомнить о том, что на моем канале проходит розыгрыш поездки на клевую рыбалку. Тех, кто подал ранее заявки через сайт, я прошу проверить вашу электронную почту. После Нового года по собранным количествам билетов разыграю поездку на клевую рыбалку, на приезд сюда. Сейчас в данный момент участников не очень много. Все они будут представлены здесь. У вас еще есть шанс попасть на это мероприятие, приехать сюда, в Якутию. Поэтому, друзья, участвуйте. Для участия нужно подать заявку через сайт клевоярыбалка.рф. Розыгрыш поездки на клевую рыбалку. Я для вас изготавливаю билетик с вашим номером и потом вытягиваю его из банка. И тому, кто повезет, того я привезу сюда, в Якутию, для совместной рыбалки. В прошлом году ко мне уже приезжал Роман Рыбкин, а летом приезжал Валерий Золотов. И следующим счастливчиком можете стать вы, друзья. Билет стоит 1000 рублей. На собранное количество я покупаю билеты, топливо, и мы едем на рыбалку. Всем желаю удачи, всех с наступающим Новым Годом. Всем желаю здоровья, счастья, хорошего настроения. А вот когда фонарик светится и видно, что снимает кто-то. Вы когда первый раз Славу Бродникова увидели, в каком ощущении были? Как вы можете сказать, какой человек из себя? Вы знаете, я смотрю такой, думаю, о, наш человек. Земляк. Спокойный, простой человек. Ты снимаешь? Да. Простой, спокойный человек, воспитанный. Семен тоже с ним. Воспитанный, адекватный, не пьющий, не ругающийся матом без дела. В принципе... Плохо ты их знаешь. Как? Плохо ты их знаешь, оказывается. Может быть, да. Но, по крайней мере, в ненужное место мат не вставляет. Вот. А так хорошие ребята. Воспитанность классные. у них на первом месте, да. Не воспитанность, а я бы сказал бы воспитание. Не воспитание. Может быть, уважение. Все хорошо, все четко. Ваше мнение о Славе, нашему гостю? Классный мужик. Расскажу всю правду. Слава классный мужик, честно сказать. Мы с ним вообще взаимопонимание очень быстро нашли. Подружились. Вообще, как будто всю жизнь общаемся. Простой как молодец. Простой как? Молодец. Простой, как я. Да. Это наш парень. Скромный тоже, как я. Да. Красивый, как я. Мы его любим, уважаем, ценим. Слава, спасибо, что ты приехал. От души душевно. Обнял, поднял. Казахстан тебя любит. Похрустел, поставил. Я думаю, это не твой первый визит. Жизнь продолжается. Ты же будешь жить, рыбачить. Не последний, ты хотел сказать. Первый, не последний, да. Сахан сирин сайының кергете жылагының хонуларга Мин тaqdiri кереси бекин жиктиларың сардана Сардана сибекиен кересу долгутар мин дуhabi Sardana kere küstüm kurudum Çöndü hatırlarda turuktum Sayın ayı konuga sıldan Kürsübümün sınırgım Enkenarın üstüm cıyım Sepetin kurudum Sardana sibekin kere küstüm Sardana kere kustum kurudum Çonda hatım yurda kuruktum
живцы все мертвые. Живцы, которые не живцы уже. Мертвецы. Ну на них тоже будем брать? Да. Конечно. Ну, живой всегда есть живой. У нас в Казахстане в основном рыбачить на вот такие жерлицы. А на блесна у нас редкость, потому что вот этот, мы люди ленивые. 5 минут подергаем, если не клюет, нам скучно. Поэтому всегда мы жерлицы ставим и за ними просто наблюдаем. И это мы называем рыбалкой. Упорного нету такого у нас. Не, мы же как представители Федерации рыболовного спорта. У нас спортивная рыбалка. Допустим, вот сидит вот мастер спорта республики по блесне. Вот. Да? Да. Вчера именно на его блесну клюнула мамка. Да. Я тоже кандидат в мастера спорта по блесне. Поэтому вот блесню. Верим, конечно. Смотрите, сейчас будет Мирам ставить на большую крупную щуку, на трофейную. Вот. Сейчас я. Да, у меня же этот нож есть. Подаренный Славой. Да. Лёва рыбалка. Никогда не забывай, что у тебя есть. Никогда не всегда забуду нож. и никому не отдам. Никому не отдавай никогда, всегда его держи с собой и всегда пользуйся. Как мне это обещали. 2 крючка, наверное, поставим здесь. Даже жене не дам кухней пользоваться. Мне не давай никогда, потому что кухня будет тупить его только. Прямо здесь поставим на мамочку. Да, своим ножом всегда сам пользуйся. Другим не давай. Все. Подшкурник убираем. Ставим вот такие тройнички. Можешь пока отключить. Ну ничего себе ты сделал приблуду. Смотри, да. А ну покажи там. Вот, короче, берешь вот так, да? Вот ты берешь, да, вот так. Беру. 2 крючка привязал. Ага. И щуку цепляем сюда. Прям за 2 крючка, да? Спереди и сзади, да? Чтобы она висела. Одну сюда. Здесь у него хорошие шкуры. Ближе к хвосту. Как плавничок такой, да? Все, будет стоять. Ну да, будет ага. Посмотри. Сапская. Ну-ка, вся надежда на тебя, милый мой. Давай, лови нам крупную. Давай нам. Да, уже мы заслужили. Трофея заслужили мы. Ну. Надо с земли чуть-чуть поднять. Поднято, не поднято. Если тоньше, чем у тебя была. Леска, да? Так, друзья, сейчас сработала жерлица. Пойду схожу до жерлицы, проверю,
что да как. Пока Мирама нету. Это мирамовская жерлица. Но он оставил ее на меня. Хорошая рыбка. Эх, надо было раньше засекать, что ли. Точно. Содрал. Так, очередная сработка жерлицы Мирама. Так, короче, мы все попробовали. Теперь счастливую руку Семена посмотрим, насколько у него рука счастливая. У Мирама сработала очередная жерлица, которая расположена вглубь вот этой заводи. Там мелко, ну, мельче, чем здесь. Где-то метра 2, наверное. Посмотрим. Но здесь в основном шнурки, как бы. Сейчас Семен будет проверять. Посмотрим. Не, это ребят, ага. Ух ты. Нету. Счастливая рука, да? Есть нет? О, на мне жерлицу подстроишься. Нормально будет. Жерлицу проверяем, ходим. А? Нет, она только что стрельнула. Вот, пару минут тому назад. Еще и криво стало, видишь? Пусто. Пусто. Ну посмотри, живет там, нет? Содрали живца просто, что ли? О, опять содрали, смотри. Нет. Второй раз уже ставлю, второй раз сбираю. Здесь стоит, наверное, щука, да? Надо сбирать живца и уходит. Нет. Что там свобода? Одна была, я хотел сказать. А вторая что? Уже нормальная погода. То есть она сейчас вот так вот только чик, застопорится и пойдет. Завтра утром. Ну да, когда мы уедем, завтра начнет уже потихоньку. А послезавтра вообще будет тут дубасево. Так что нормально. Есть. Блин, Семен вторую штуку уже слил. Ну, вот это удочка. Рыбкинский.
Надо здесь рыбачить просто вот. Когда у меня 11600 подо льда взял, я вот так же Она все равно оторвет. взял, она меня обратно, полный размотанный. Обратно жерлица зашел туда, стоит наоборот. Беру, он обратно меня. Потом я багор смотрю, он там стоит. Багор далеко. Я вот это беру, вот так смотрю, до багра. Вот так здесь ставлю. Вот так ставлю и до багра бегу, смотрю, я лицо обратно. Обратно. Я багор принес. Пойдем флажок стал. О, красавчик, пошли, красавчик. Видел, да? Слышал и ушел. Вырывайся. Почти красавчик. Да, по-любому отпустили бы, мелкое было. Конечно, конечно, да. Видел, да, вот так, наполовину вышел. Скользкая гад. Отпусти меня, Емелия, сказал. Да. Емеля, дурачок. Так что вот так вот, друзья, видели? Вот так вот у нас рыбачат ребята. Вот так вот получится. Там флажок, смотри, на краю лежит. Да, он как улетел сюда вот. Напрямую, Друзья, нож от Байдамуса. страшный. Очень острый нож. Режет сам, говорит Семен. О, Без напряга. без напряга просто вот ложит его, и он идет просто. Как по маслу. Как по маслу вот стругает мороженую щуку. Так что клевая рыбалка, друзья, рекомендует. Якутские ножи Байдамус. Ссылочка в описании. Тема нож. Мешок рыбы. Вот, друзья, наш улов за все эти дни. За 2 дня, да? За полтора дня. За 1,5 дня, если быть точнее, друзья. Здесь мы даже уже почистили. Я думал, такая водится у нас. А, водится, думал, да? Сразу чищенная. Ясно. 2 раза больше упустили. Посмотрите, сколько рыбы здесь. Сколько Просто. же отпустили, мелких отпускали. Мы отпустили очень много рыбы, друзья. Пару мамок клюнуло, мы их сразу упустили. Семен Да. удочку не ту взял в руку. Ну ничего, пойдет. На пожаре дома будет. Мешок рыбы. И результат вообще нормальный же, да, ребят? Да пойдет. Ну, для наших мест и для нашей погоды сейчас. Которая сейчас у нас, да? Позавчера у нас шел дождь, сегодня 30 градусов мороза. Ну, Якутию будешь брать рыбу? я, пожалуй, Воздержусь, да? скорее всего, друзья, ну, наверное, отсюда вот эти 5 заберу. На живца? Шучу. Для живца. Так, ну все, вот такой вот улов, друзья. Всем спасибо, У нас кто сам принимал участие в рыбалке. главный гость. Слава Богу. Мираму спасибо, Ильюхе спасибо. Ты поймал, нет там что-нибудь? Конечно. А Вот где я она? поймал. А, ты принес его, да? Вот это. Вот это поймал, да? И еще 2. Ну, Где-то здесь. Ну вот это вот я, по-моему, вот вчера поймал на этот. Вот это я поймал. вот это или Вот эту. Или вот эту, или вот эту, или эту. Какой-то из них. Спасибо, Славе, спасибо. Семену, спасибо. Ну, друзья, пока не прощаемся. Сейчас у меня еще будет дальше обзор и так далее. Смотрите. Слава, на знаешь что? Что? Надо дедушкам моим передать привет. Блин, они умрут. Да? Ну Да. что, давай передадим. Ну, знаешь, деда Юра, деда Толя. Сейчас Илья будет передавать своим дедушкам привет. Да, попросили. Просто у меня у жены, Вероники, у нее 2 дедушки. Они прям рыбаки. Это Деда. кто? У кого? У жены? У жены, да. А, Деда Юра, деда Толя. Как мы его официально называем, Анатолий Степанович.
Привет от меня, привет от Славы, я думаю. От меня привет обязательно твоим дедушкам, твоей супруге, которая она отлично приготовила нам и салаты, и Это да. пирожки, и там, что еще, этот, икра Огурчики. была, там, огурчики, и этот, всякие там, в общем, все вкусности, которые она приготовила, вот. И дедушкам твоим обязательно тоже здоровья крепкого, долгих лет жизни. Это еще больше ловит. Смотря какую погоду куда наводишь. Если, говорю, была бы хотя бы такая морозная погода, хотя бы неделю до нас стояла бы, мы бы здесь ловили очень много и очень крупных экземпляров. Да. Ну что же, давайте начнем обзор. И сейчас мы приехали в домик. Вот сидит Роман. И сзади на его фоне, видите, вот такие замечательные картины висят. То есть это не картины, это фотографии. Вот, пелить вот у женщины в руках. Посмотрите, вот. Головы местных щук. Вот такая вот щука сегодня. Трофеи. Сегодня у Семена ушла вот такая щука. Вчера у меня ушла вот такая щука. Вот. У Мирама такая, у Ромы такая. Я и такую на живца оставил. Вот. Ну, вообще, вот, конечно, вот посмотрите. Экземпляр большой. Да, здесь вот. Вот в этом озере вот все это есть. Вот такой вот стоит. Здесь Корабль, судно. Парус. судно такое парусное, да, вот. Макет прям огромный. Вот. Посмотрите, здесь даже есть фотографии представлены с размерами. Вот 47 сантиметров окунь. Это сурки, по-моему. Это сурок, да? Да, срок. Сурок. Вот они тут охотятся, тут рыбачат даже. Вот. И проживают вот в таких домиках вот из теплицы поликарбонатных. А здесь у них деревянные Судак, окунь. судак и окунь изделия представлены. Вот опять большой окунь, смотрите, держит мужик в руках. Просто огромного окуня держит на этой базе. Вот это вот, по-моему, хозяин базы, потому что много очень его фотографий везде. Так, давайте. Есть, в общем, этот раковина, газовая плитка, холодильник, все. Кухня есть. Здесь туалет, ванна, ну этот туалет, душ и стиральная машина. Комната первая, 4 койки, диван большой, кресло, картина, кондиционер. Вот здесь вот корчага висит. Ну и, конечно же, опять же, фотографии с трофеями. Вот. Вот как бы, посмотрите, вот. То, что большие щуки здесь ловятся, вот. Окуня большие. Любительские фотографии. Полы, я вам скажу, теплые, кафель при входе. Когда заходишь, ты попадаешь в теплый пол. Здесь вот при входе вешалка. Здесь мы уже развесили все. Здесь вот вторая комната, где мы, собственно, с Семеном спим. Вот опять этот мужчина с дочерью, по-моему. Дочь у него тоже рыбачка, вот как видите. Вот. Здесь стол, скамейки.
Смотрите, очень оригинально сделано. Часы исполнены вот в таком вот виде. Прикольно. Рыбы. Местные рыбы, видать. Что тут пилить? Толстолоб. Малин. Этот судак. Ясь. Ёрш. Плотва. Лещ. Линь, что ли это, или то ли там, не знаю даже. Щука. Окунь. Ну, также очень красивые картины висят. Вот. Здесь вот мальчик держит окуня. Вот щука. Тоже летом они, видать, рыбачат. Предоставляют свои услуги. Ну, еще и помимо этого охотятся тут, видимо. Вот. В общем, есть банный чан и болевая банька вон там. Вот чан топится. Мы сегодня вечером будем здесь купаться. Вот. В общем, огромная благодарность хозяину этой базы. И сейчас я хочу сделать ему подарок небольшой. Подарить от себя вот такой календарь наш. Рыбы Якутии. Хозяину этой базы. Ну, здесь на базе, в смысле, оставить как подарок. И это еще не все. Кроме этого. Кроме этого. От моих друзей ювелирной компании УРУ. Еще один небольшой презент. Все вы знаете ювелирную компанию УРУ. Ссылочки все в описании, друзья. На нашу ювелирную компанию. Я хочу подарить от имени компании вот такой вот подарок. Серебряную блесну, друзья. Сейчас пойдем с ребятами и подарим. Для Дедушки Мороза. У каждого свое мнение. Кто себя как вел в этом году? Ну-ка. Кто был хорошим мальчиком? Я отвратительно себя вел, Дед Мороз. Так, друзья, ну вот, мы с друзьями, вот, все, кто здесь есть, от нас дарим этой туристической базе, как называется, Николаевка? Да. Николаевка. Календарь с рыбами Якутии. Вот. Сейчас Мирам здесь где-нибудь повесит. И от меня и от моих друзей ювелирной компании УРУ мы дарим вот такую серебряную блесну. Вертушка номер 4. Ничего себе. Хозяину этой базы. Круто. Виктор Окуней зовут, как раз, Виктору. как раз окуней-то хороших-то и ловить. Да, вот сейчас мы вот так берем вот эту вертушку. Смотрите, сейчас я что-то придумал. Вот вертушку. Сюда повесим вот так. Она. Во. О, красота. Щедрый ты человек, друг мой. Нормально так висит, да? На такую она и поймана. походу. Она была на нее поймана, да, вот. Это получается уже хорошая реклама вертушки, слушайте. Не то, что это и база, а вертушки. Вы эти блесные вертушки, всякие браслеты, кольца можете найти на клевойрыбалке.рф. А самое главное, якутские ножи тоже там можете брать. Да, вот у меня замучили. Привези якутский нож. Да зайдите вы на сайт, да купите. Да.
Вам все привезут. И заказать Цена календарь. такая же самая Там же. будет. Также календарь. Так что, друзья, всем спасибо. На этой ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. А завтра у меня будет экскурсия по городе Астана. Поехали дальше. Я не включился, вот это показать.